Перед вами самый главный элемент шаманского костюма — это вот медный эмегет. Эмегет исследователи объясняют по-разному. Некоторые считают его духом покровителя шамана, другие считают его духом сумасшествия шамана. Но, как видите, фигурка вырезана из красной меди в антропоморфной форме, в полный рост. Показаны, значит, голова, туловище, руки и ноги. Значит, ноги вроде так, выделены ямочками груди и пупок. Между ними, вот, между грудями, видите, крестообразную фигуру. Да? И самый характерный, значит, элемент, значит, вот, длинный отросток на голове фигурки. Значит. Этот предмет у нас настоящий, подлинный. Он был обнаружен в 1965 году якутским археологом Константиновым Иваном Васильевичем в местности Ходуга-Эле Ажаулского наслега Чурапчинского района. В мужском погребении, значит, Константинов обнаружил, значит, вот этот предмет, который был на покойнике, на переднем нагруднике, значит, он был привязан к этот предмет, а сам шаманский костюм был, значит, свернут и положен у изголовья покойника. Значит, все железные предметы были окислены до бесформенного состояния. Вот медный предмет, самый главный атрибут шаманской одежды, эмегет, остался, как видите, в довольно хорошем состоянии. И он хранится у нас в фондах уже больше 50 лет. Но мы его показываем не часто, потому что, сами знаете, шаманские предметы имеют магические свойства, и не все посетители воспринимают его как бы хорошо, все вот эти предметы. Но вы можете поблизости посмотреть этот уникальный предмет, который тоже скоро уйдет в фонды до следующей выставки. Спасибо за внимание. Спасибо. А означает что эмегет? Эмегет — это покровитель шамана. Покровитель Да. шамана. Но некоторые говорят, это дух сумасшествия шамана. А вот что значит вот этот отросток? Это типа волосы? Ну вот это, каждый исследователь считает как бы по-разному. Некоторые считают это как бы характерным признаком вообще вот у сибирских народов, у северных народов, вот этот узкоголовость или вот такие отростки, это характерны вообще у всех северных народов. У них вот такие фигуры означали первопредка. Ну, у якутов тоже вот шаман тоже считается как бы первопредком у них. И вот такой фигурой. И возможно, конечно, северные элементы в якутской культуре присутствуют. И шаманизме тоже, потому что якутский шаманизм — это тот же и сибирский шаманизм, и иркутский шаманизм. То есть покрои, кафтана, одежда — это почти, можно сказать, одинаково. А медь у нас, ну, как бы есть, да, получается? Ну, медь, это вот как они это открывали? погребение середины 18 века. Ну, возможно, медь была привозная. Ну, и, конечно, и самородная медь, она в природе встречается самородками. Можно ее встретить, и якуты, кузнецы, они вот могли такие предметы делать, медные предметы. Особенно вот они делали обычно посуду, на которой варили пищу, вот у них медные котлы бывают. Ну и характерная особенность вот шаманских предметов, их ковали самые умелые и самые известные кузнецы, то есть не каждый кузнец должен был делать шаманские предметы. И закалялись они, значит, жертвенной крови животного, не просто в воде, а именно в крови животного. Вот эти предметы. Спасибо. До свидания, проходите дальше. Ага.